Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. Вопросы криминогенной обстановки в стране на этой неделе оказались на гребне общественного интереса. Всю страну всколыхнуло бессмысленное убийство российского туриста, которое произошло в Гудаутском районе 11 июля. Причем это событие продолжило целый ряд дерзких преступлений, совершенных за последнее время. Кроме того, на общественно-политическую ситуацию в стране не лучшим образом повлияло появившееся в Фейсбуке сообщение о роли армянского батальона в Отечественной войне народа Абхазии, которая также вызвала бурную реакцию в обществе. Эксперты, аналитики, просто граждане давали оценку событиям, пытались найти причины обострения криминогенной ситуации, понять, в чем корень зла и как правильно реагировать на происходящее. Вопросы общественно-политической ситуации в стране, тенденций, которые прослеживаются в событиях последнего времени, мы обсудим с нашим гостем в студии, аналитиком Лейлой Тания. Здравствуйте, Лейла Ибрагимовна. Здравствуйте. Сразу же хочу задать вам первый вопрос о обострении криминогенной обстановки в нашей стране. Не знаю, согласны ли вы с такой формулировкой, но все-таки в связи с такой темой хотела бы предложить вашему вниманию обзор о том, что произошло буквально за последнюю нашу неделю. Пожалуйста. Уходящая неделя вновь началась с обострения криминогенной обстановки. Вечером воскресенья было совершено разбойное нападение на аптеку по улице Зызария. 4 неустановленных лиц в масках, одетые в военную камуфлированную одежду, вооруженные автоматическим оружием, ворвались в аптеку Лекфарм, где применили физическую силу в отношении владельца данной аптеки и, угрожая 2 фармацевтам, завладели деньгами в сумме 260 тысяч рублей. Злоумышленники пытались покинуть здание, когда на место происшествия по сигналу тревоги прибыл дежурный наряд городского отдела охраны собственности. В результате возникшей перестрелки был тяжело ранен рядовой милиции Карапет Делинян. Прокуратурой города Сухум по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление задержания лиц, совершивших данное преступление. Во вторник произошло еще более ужасное преступление. В Гудаутском районе было совершено разбойное нападение на российских туристов. На берегу моря, в районе села Приморское, 2 неустановленных следствием лиц в масках, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца и холодным оружием ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из Москвы. Под угрозой физической расправы преступники стали требовать у отдыхающих деньги. Один из взрослых туристов попытался оказать сопротивление преступникам, но получил тяжелое ножевое ранение. Будучи доставленным в Гудаутскую районную больницу, он скончался. Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту убийства и разбойного нападения, имевшего место в устье реки Апста Гудаутского района. В среду создан оперативный штаб по раскрытию факта разбойного нападения на семьи туристов из Российской Федерации и убийства Андрея Кабанова. По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимова правительство Абхазии организовало перелет на родину пострадавшей семьи и доставку тела погибшего туриста. В четверг гроб с телом Андрея Кабанова и его семья были отправлены на родину. Все расходы правительство Абхазии взяло на себя. В тот же день был задержан подозреваемый по делу об убийстве туриста из России. 12 июля 2017 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий органом предварительного следствия был задержан подозреваемый в совершении убийства разбойного нападения, имевшего место 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района. Личность подозреваемого в интересах следствия разглашению не подлежит. Проводятся мероприятия по сбору доказательств причастности подозреваемого к совершению преступления. На внеочередном заседании депутаты Народного собрания Абхазии приняли заявление по поводу ухудшения криминогенной ситуации в стране. Деятельность Министерства внутренних дел и других правоохранительных структур по борьбе с преступностью всегда вызывала справедливую критику со стороны граждан. Но в последнее время криминогенная ситуация резко ухудшилась, что не может не вызвать негативного резонанса в обществе, отмечается в заявлении. Налицо отсутствие должного контроля со стороны руководящего состава министерства за работой оперативных служб. Фактически нет скоординированной деятельности системы правоохранительных органов в целом, что сказывается на конечном результате. В заявлении Народное собрание парламент Республики Абхазия требует от руководства республики принятия безотлагательных мер кадрового и организационного характера для наведения правопорядка в стране. Молодежь столицы провела акцию памяти российского туриста Андрея Кабанова, погибшего от рук преступников в селе Приморское Гудаутского района. Молодые люди принесли цветы к посольству Российской Федерации в Республике Абхазия и почтили минутой молчания память погибшего. Акцию организовал Госкомитет по молодежной политике. Сегодня Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике решил выразить свои соболезнования
На самом деле это трагедия не просто российского народа, это трагедия вообще общества в целом. Не бывает своих и чужих. И мы сегодня вместе с нашей молодежью решили выразить, вот, честно сказать, это очень тяжко. Это не должно быть нигде и никогда. Это неправильно. И мы это понимаем. И придя сегодня сюда, мы хотим показать, что несмотря на то, что молодежь на сегодняшний день не в силах менять практически все, но какие-то вещи мы можем менять. И молодежь растет у нас хорошая, и она понимает, что это неправильно. И мы решили сегодня выразить свое соболезнование. Соболезнование этой семье, соболезнование народу, соболезнование абсолютно всем, потому что такое не должно происходить, и мы к этому неравнодушны. Любой нормальный человек оценивает преступление однозначно. Это бесспорное зло, зло, которое нельзя совершать. В обществе задаются вопросом, как все это у нас могло произойти, что в нас изменилось. Вы считаете такую постановку вопроса верной? Каково ваше мнение? Вы знаете, действительно реакция общества продемонстрировала, что наше общество не будет мириться с такой ситуацией, когда криминогенная ситуация может ухудшаться. И с одной стороны, конечно, это такой вот сигнал обнадеживающий в том плане, что если такая бурная реакция практически всех общественных и политических сил свидетельствует о неравнодушии общества, следовательно, можно ожидать, что вот такая эмоциональная реакция все-таки должна перерасти в конечном итоге в конструктивное русло с тем, чтобы выработать конкретные уже инструменты и меры по выправлению ситуации. Если говорить вот о причинах произошедшего, тут о причинах обострения криминогенной ситуации. Да. Вы вообще согласны с этой формулировкой? Что она обострилась? Вы знаете, если говорить об обострении криминогенной ситуации, ухудшении, учитывая то, что сейчас мы стали получать гораздо больше информации о том, что происходит в стране, то есть если раньше, может быть, статистика была более закрытой от общества, возможно, я не утверждаю, но может быть это было так, то сейчас вот эта открытая статистика, когда мы буквально о каждом преступлении узнаем не только по телевидению, но и из социальных сетей, все это создает ситуацию прозрачности, конечно. И в этом смысле, конечно, есть ощущение того, что вот очень такой сильный поток вот каких-то криминогенных, ужасных преступлений, таких вызывающих, дерзких, и так далее. И, к сожалению, мы не видим, что происходит такое оперативное раскрытие. Хотя понятно, что многие преступления требуют для раскрытия времени с тем, чтобы они были объективно расследованы. Все это понятно. Но общая, конечно, атмосфера в обществе такая, я бы сказала, нервозная по этому поводу. Много крайне эмоциональных, таких, я бы сказала, очень жестких заявлений было сделано. Но все-таки мне бы хотелось предложить подойти к ситуации как-то более рационально, трезво, что называется, без паники, подумать объективно, в чем причины, где нужно видеть вот первичные причины, где как бы вот есть косвенные факторы и так далее. И в принципе практически многие эксперты, многие общественные деятели обозначили основной круг причин. Здесь указывалось и слабое материально-техническое обеспечение правоохранительных органов. Многие эксперты говорили о недостаточном уровне профессионализма сотрудников правоохранительной сферы. Многие говорили все-таки о слишком высоком уровне коррупции при назначении на такие серьезные позиции в правоохранительной сфере, где вот уровень коррупции может иметь прямое отношение к безопасности граждан. Это не просто так, что там где-то украли сотню миллионов и
вопрос, в общем-то, закрыт. Здесь речь идет о жизни и безопасности граждан. Вот в связи с этим хотела бы спросить. Вот есть такая теория заговоров, так я ее называю. Некоторые люди говорят о том, что, возможно, это действительно, как вы говорите, нехватка профессионализма. Некоторые говорят о безнаказанности. Какой точки зрения придерживаетесь вы? Ну, а теория заговора в данном контексте что с чем связана? Спланированная кем-то, какими-то силами кампания, которая бы подвигла, например, народ Абхазии к какому-то решению, которое, может быть, как бы не нужно принимать. Вы знаете, я считаю, что мы должны не исключать ни один фактор. Мы должны иметь в виду и расследовать все возможные, так сказать, факторы влияния на общественную ситуацию в Абхазии. Но поскольку мы помним, какой у нас был тяжелый период с диверсионно-террористической деятельностью, если вы помните, в Галском районе, и прекрасно знаем, кто был, так сказать, инициатором всей вот этой дестабилизации, чреватой вообще риском обострения военной конфронтации. Вот. Поэтому я бы не стала исключать и фактор влияния каких-то сил, которые действительно действуют в направлении уничтожения суверенитета Абхазии. Все версии надо расследовать, но с моей точки зрения все-таки в данной ситуации нужно искать причины, связанные именно с нашими недоработками, где мы недоработали, где наша работа должна быть более эффективной, в каких случаях мы недостаточно глубоко анализируем ситуацию. Поэтому вот фактор безнаказанности – это очень важный фактор. Он действительно поощряет, можно сказать, последующие преступления. Фактор клановости, коррупции – тоже очень важный фактор, потому что именно этот фактор определяет назначение на ответственные посты людей не по их профессиональным качествам, а именно исходя из каких-то вот групповых интересов. Это могут быть даже иногда и, может быть, не всегда сформулированные, так вот, знаете, в каких-то организационных формах интересы. Но, тем не менее, они могут неформально присутствовать, когда определенные люди лоббируют тех или иных своих, так сказать, протеже, не соответствующих критериям, которые необходимы для работы в этой сфере. Так что я думаю, что здесь необходим очень глубокий анализ, в том числе анализ статистики, чтобы посмотреть, какая возрастная категория сейчас больше вовлечена, в какого рода преступления и так далее. И в конечном итоге все-таки я считаю, что главная причина – это очень низкий уровень жизни людей, когда, может быть, какая-то определенная часть вот, потенциальных преступников, может быть, и могла бы не пойти по этому криминогенному пути, если бы у них были рабочие места, если бы у нас была более-менее решена проблема занятости. Вот. И, конечно, надо думать о том, как выходить из ситуации вот именно экономического кризиса, который, хоть это и слабое утешение, но мы должны признать, что этот экономический кризис сегодня охватил многие страны, и тем более он остро отражается на нашей стране, которая до сих пор фактически находится под санкциями. По крайней мере, санкции СНГ никто не снимал. Лилия Ибрагимовна, говоря вот о вот этой криминогенной ситуации, хочу просто обратить внимание на состояние, эмоциональное состояние общества. Мне кажется, оно такое подавленное. Многие люди испытывали, скажем так, за поступок других людей какие-то стыд, да? Вот по отношению к туристам. Все воспринимали это как вот позор страны и действительно очень сильно переживали. Все это выплескивалось на социальные сети. Вот такой аспект, как бы поддержание имиджа страны, насколько в этом плане важен? Как вам кажется? Вообще сама по себе реакция, конечно, это здоровая реакция. Мне кажется, что это наоборот показатель того, что наше общество не потеряло важных таких ценностей, ориентиров, что наше общество озабочено и репутацией страны, не только экономическими вот потерями, которые могут повлечь за собой такого рода преступления против туристов. И мне кажется, это, с одной стороны, это, конечно, вот
такой позитивный как бы сигнал, что общество не будет в стороне от ухудшения ситуации, будет с теми возможностями, которые у нее есть, будет стараться выправить ситуацию. В то же время, конечно, мы не должны все-таки поддаваться на откровенные провокации, особенно это касается социальных сетей, когда иногда просто очевидны, что вот есть специальные какие-то вот направленные на это технологии, на то, чтобы раскачать межэтническую ситуацию, скажем, между в абхазо-армянских отношениях, в абхазо-российских отношениях. И в этом смысле, конечно, наша информационная политика, я имею в виду официальные органы, структуры власти, также я имею в виду оппозицию, которая тоже очень активна в освещении всех событий и активно выражает свое мнение. Все-таки мы должны учитывать вот этот фактор намеренных провокаций, и не на каждую такую провокацию, наверное, стоило бы реагировать публично, потому что иногда мнение одного какого-то конкретного лица, это мнение одного конкретного лица, может быть неумного, может быть провокатора и так далее. А вот устроенная по, так сказать, следам такого единичного мнения, такая общественная шумиха и так далее, все это может, конечно, негативно сказываться действительно на репутации страны, создавать ложное впечатление вообще о наших реалиях. Поэтому, конечно, общественные организации, политические силы должны быть, конечно, более взвешенные вот в своей информационной политике. Вот этот неприятный момент, о котором вы упомянули косвенно, я имею в виду, который произошел, связан с постом, который был опубликован в Facebook. Он касался роли армянского батальона в годы Отечественной войны народа Абхазии. Сегодня те, кто так именно поставил вопрос, пытаются сказать, что совсем не это имели в виду, возлагают ответственность на журналистов. И, видимо, история будет еще иметь продолжение. Я бы хотела, чтобы мы услышали мнение председателя Общественной палаты Натальи Лакова по этому вопросу. В последнее время происходит нарастание каких-то крайне негативных тенденций у нас в стране, которые могут нас привести к самым серьезным и трагическим даже последствиям. Вот в частности, я имею в виду заявление, которое было сделано по поводу армян и по поводу их участия в Отечественной войне народа Абхазии. Я, как свидетель всех этих событий и как человек, который была активной участницей Айтгылера, нашего вот этого национально-освободительного движения, я очень хорошо помню предвоенный период, когда мы все сплотились против грузинского агрессора и против национализма, который тогда очень был силен в Грузии. И мне вот это всегда казалось вот такой типичной чертой абхазского народа, который отличается толерантностью и уважением к другим нациям и к другим культурам, если это как бы соответствует интересам Абхазии. И в тот момент, вот когда мы сумели объединиться, все абхазы, армяне, русские, греки, эстонцы, все были вместе, и причиной такого объединения стала крайне шовинистическая политика, которую проводила тогда Грузия. И вот мне кажется, что в последнее время мы начинаем тоже идти по такому пути, и это очень опасно для Абхазии. Какие тенденции прослеживаются сегодня, те, которые вы хотели бы назвать, если оценивать общественно-политическую ситуацию в нашей стране? Вот я спрашиваю вас как у аналитика, вот человека, который размышляет над процессами, которые происходят, и, видимо, какие-то устанавливает причинно-следственные связи. Вы знаете, действительно, мы видим, что у нас очень бурная, активная политическая жизнь, активная оппозиция. И мы видим, что произошла даже некоторая перегруппировка, я бы сказала, политических сил, потому что вот те два таких классических лагеря, которые имели место после 2004 года, сегодня мы видим, что спектр оппозиционных сил очень разнообразный. И мы видим, что появились новые лица,
лица, появилось более молодое поколение политиков, и в то же время активные и, так сказать, люди уже очень опытные. Все это хорошо, я это позитивно оцениваю, потому что я считаю, что нет прогресса в государстве, где нет конкуренции идей, прежде всего, нет конкуренции программ, в том числе долгосрочных стратегических программ, и где нет политической конкуренции как таковой. Потому что именно конкуренция позволяет нам выбрать лучшие решения, более оптимальные сценарии развития, чтобы и представители провластных сил, представители оппозиции и тем более представители независимого аналитического сообщества, представители науки, чтобы у всех у них была возможность публично озвучивать свои предложения. Может быть, даже вот это предложение для абхазского телевидения сделать такую программу с условным названием «Презентация», да, куда бы вы могли бы приглашать людей уже не на короткие интервью, а на какую-то более развернутую презентацию своих стратегических предложений, стратегических программ. Думаю, что вот к предстоящим президентским выборам 2019 года это даже просто необходимое условие. Сейчас мы должны сами для себя все-таки сделать вывод, что мы должны уходить от политической конфронтации, но усиливать политическую конкуренцию на основе стратегических вот таких альтернативных программ. А политическая конкуренция ведет к прогрессу государства. Поэтому вот это все-таки очень важно, чтобы ответственные политические элиты выстраивали свою работу в этом направлении. Какой могли бы вы привести пример успешного и конструктивного сотрудничества власти и оппозиции? Есть такой Спасибо пример? за такой вопрос. Да, я считаю, что вообще, вот как вы сказали, упаднические такие настроения, чрезмерная конфронтационность. Ну, мы должны стараться, конечно, избегать этого эмоционального настроя. Хотя понятно, что социальная депрессия, она очень часто вызвана социально-экономическими условиями. И политические силы часто эксплуатируют вот эти протестные настроения для того, чтобы получить как можно больше электорат. Все это везде происходит, и Абхазия в этом смысле не исключение. Но все-таки, мне кажется, нужно давать обществу и примеры оптимистического такого плана, когда граждане нашей страны должны быть уверены в своем будущем, в том, что политические элиты все-таки настроены конструктивно на то, чтобы не только конфронтировать друг с другом, а на то, чтобы выводить страну путем своих дискуссий из вот такой, может быть, действительно реальной, не очень хорошей, успешной ситуации. О примерах. Вот я, например, считаю успешным примером сотрудничества оппозиционных и провластных сил это вот совместная инициатива движения Аруа и политическая партия Амцахара. Обе эти организации ветеранские, что налагает на них и определенную ответственность, и в то же время общество испытывает к ветеранским организациям, конечно, повышенный такой, вот знаете, кредит доверия. И я считаю, что вот инициатива, которая исходила от двух этих разнонаправленных в политическом плане организаций, о том, чтобы рассмотреть в парламенте вопрос памятных дат. В частности, речь шла о том, чтобы 30 сентября было обозначено Днем Победы, а День независимости был назначен на какой-то другой день. Разделить эти две даты. Я считаю, что сам подход правильный, потому что государство, его политическая идеология, тот посыл, с которым оно выходит в мир, в международное сообщество, это не только его законы, не только его войны, примирения, не только его экономическое развитие, это его законы, памятные даты, тоже имеют в этом смысле очень большое значение. Я все-таки считаю, что это
важнейший вопрос вообще для государства. И тот факт, что оппозиция и провластные силы приходят к пониманию того, что есть общегосударственные задачи, это очень позитивный сигнал. Но здесь я все-таки считаю очень важным на сегодня, это гораздо важнее даже многих других обсуждений, которые проводятся сегодня, что от чего мы отталкиваемся, когда мы выстраиваем фундамент и правовой, и политический, и идеологический государства. Как вы считаете, каких приоритетов нужно придерживаться, чтобы общественно-политическая ситуация в нашей стране была стабильной, чтобы нас не сотрясали события какого-то негативного характера? Я распределяю приоритеты так, что наша экономика зависит от того, как мы укрепим наши позиции как государство, как мы укрепим наш суверенитет, как мы найдем возможности для дополнительного финансирования всех сфер, в том числе вы сегодня говорили о правоохранительной сфере, для того, чтобы решить весь комплекс задач, повысить уровень жизни людей, потому что это тоже причина криминогенности, одна из причин. Здесь должен быть очень такой вот, знаете, стратегический взгляд. И я это неоднократно говорила, малые государства в особенности. Кстати, наши противники, Грузия тоже, выправляют свою экономическую ситуацию именно с помощью активной внешней политики. И сегодня, к сожалению, у нас нет вот такого фундамента, от которого мы могли бы отталкиваться, чтобы убедить международное сообщество, что наши люди тоже хотят жить, наши люди тоже хотят развиваться, и наши люди не заслужили тех санкций, в которых мы находимся. Я считаю, что вот один из таких фундаментов, вот когда вы говорите о приоритете, может быть рассмотрен вот в той инициативе, которую предложили совместно оппозиционная Амцахара и провластная Аруа. Вот пример того, как оппозиция и провластные силы вместе нащупали вот этот важнейший государственный приоритет. Я считаю, что вот наш принцип важнейший – это принцип континуитета. И этот принцип означает, что независимое государство сохраняет свой суверенитет всегда, даже тогда, когда оно физически перестает существовать, допустим, в периоды оккупации или в периоды аннексии. Вот когда мы будем определять многие из наших дат памятных, а нам нужно принять еще целый ряд важных памятных дат. Вот. Мы должны отталкиваться от этого принципа континуитета. У нас исторически очень древняя государственность, которая... Везде в наших правовых актах указано, что 1200 лет нашей государственности, отталкиваясь от периода Абхазского царства. Почему я считаю все-таки, что декларация о государственном суверенитете не подходит нам, которая была принята в 90-м году? По одной простой причине, что она была принята и в ней было зафиксировано, что Абхазия делится своими полномочиями как с Союзом, так и с Грузией. Там прямо так и зафиксировано. И что Абхазия в дальнейшем хочет пересматривать свои отношения с Грузией, но подразумевается в составе Советского Союза. Поэтому вот эти условия, которые были заложены в декларации о суверенитете, вот эта прямая ссылка на связь с Грузией, сегодня она нам уже совершенно не подходит. Нам нужно в качестве фундамента, если мы обозначаем День независимости, такая дата, где мы имеем чистую независимость, где зафиксирован и наш внутренний суверенитет, как в этой декларации, и наш внешний суверенитет, то есть то, что мы субъект международного права. Поэтому две даты мы можем рассматривать, может быть, историки предложат другую. Может быть, период Абхазского царства и может быть дата 31 марта 1921 года, когда у нас не было никаких связей ни с каким другим государством. Вот я призываю и оппозицию, и нынешнюю власть наконец начать рассматривать вот такие стратегические вопросы. Пусть будет конкуренция по ним, но это те вопросы, без которых наше государство просто-напросто не сохранит свой суверенитет. Я поняла вашу точку зрения. Спасибо вам большое за такое развернутое объяснение. Вы считаете, что оппозиция и власть могут прийти к согласию по стратегическим вопросам? Я считаю, что они обязаны прийти к согласию по вопросам
которые связаны с самим фактом и перспективой существования государственного суверенитета Абхазии. Просто обязаны. Другого выхода нет. Я поняла ваше мнение, Лейла Ибрагимовна. Спасибо вам за беседу. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии была аналитик Лейла Таня, и мы обсудили вопросы общественно-политической ситуации в стране. А сейчас к другим темам. Июль 1989 года занимает особое место в истории национально-освободительного движения абхазского народа. После создания отдельного от Абхазского госуниверситета филиала Тбилисского вуза межнациональное напряжение в Абхазии резко обострилось. Июльские митинги и шествия в Сухуми и других городах Абхазии тогда организовали главные идейные вдохновители грузинского шовинизма – экстремисты Звиат Гамсахурди и Мираб Кастава, которые требовали Грузию для грузин. 15 июля различные бандформирования совершили вооруженный набег на Сухум, который позднее сами прозвали крестовым походом. В результате кровопролитных столкновений погибли 17 человек, 448 получили ранения. 15 числа нам сообщили, что грузины едут на подмогу в Сухуми, и около 40 тысяч человек направляются в Сухум. И надо остановить их на мосту Галицкинском. Ну, чтобы перегородить дорогу, остановили мы машины, грузовые машины Колхида, которые русские ребята гнали в Россию. 4 машин было. И по команде Гурджиева мы загородили дорогу через мост. Здесь было много очень народу. Все очамчирцы собрались здесь. И началось противостояние с этими людьми. События июля 1989 дали импульс для консолидации народов Северного Кавказа и нашей страны, которая стала залогом победы в Отечественной войне народа Абхазии. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.